Конечно, основная цель этого форума как раз и подружить молодых профессионалов, тех самых, кто будет определять будущее наших стран, да и, ну, чего скрывать, и всего мира в самом ближайшем будущем. Это студенты, выпускники, ближайшие выпускники ведущих университетов азиатских стран. И, конечно же, одна из самых главных частей нашей работы, одна из самых главных задач – это сделать так, чтобы у нас появились молодые проектные команды, специалисты, которые знают друг друга, доверяют друг друга и намерены менять наше будущее в лучшую сторону. Ну, у нас 6 треков на форуме, они покрывают весь спектр актуальных проблем. Это и образование без границ, и то, что мы получили сегодня в период пандемии, ее последствия, это очень важная тема. Это, безусловно, молодежное предпринимательство, как технологическое, так и социальное. Это то, что касается межкультурного диалога. И отдельная, очень интересная новая секция у нас – это «Россия и тюркский мир. Взгляд молодежи Большого Алтая». Секция, которая посвящена взаимодействию в самых разных сферах в области изучения нашего уникального региона. В рамках большого проекта, который реализует Алтайский государственный университет, он так и называется «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая», мы организуем в этом году экспедицию международную с участием российских и кыргызстанских ученых, этнографов, этносоциологов в Кыргызстане для изучения традиционной кочевой культуры кыргызов. Самая главная наша цель – это интеграция исследовательского потенциала ученых из России и Кыргызстана. Очень важно сейчас, чтобы наши академические традиции обрели общий научный язык описания традиционной культуры, чтобы мы говорили на одном понятном друг другу научном языке. Еще одна очень важная цель – это поиск алтайско-кыргызских этнографических параллелей. Все мы знаем, что одной из родин кыргызов является Алтай. В широком смысле Алтай, Горный Алтай. И здесь, в Кыргызстане, сохраняются многие элементы кочевой культуры, которые прослеживают свои истоки на территории Алтая и находятся сейчас в культуре, собственно, алтайцев. И наша задача показать, подчеркнуть, насколько действительно это мощные связи этнокультурные и насколько традиционная кочевая кыргызская культура сохранилась. Моих волков и хочу проверить вашу энергетику. Точно вы зарядились этой моей энергетикой? Здесь вы тоже зарядились, да? Все, ребята, пошли. Лучше! Можешь быть лидерами? А что там тихо? Вы можете быть лидерами? Молодцы, ребята! Как можно достичь лидерства? Да, я считаю себя лидером, но я считаю себя еще неполноценным лидером. Я учусь каждый день становиться лидером, потому что лидерство – это не то, что может стать через несколько минут, через несколько дней обучиться. Ему нужно обучаться каждый день, каждый час, потому что это очень важная часть нашей жизни. Есть лидеры государства, есть лидеры обычные среди друзей, есть лидеры обучения, где мы обучаемся, и там есть староста, не староста. Все эти лидеры, но мы сами решаем, будем ли мы лидерами или нет. Именно в цифровом мире, потому что сейчас очень развиты телефоны, цифровизация, люди стали очень замкнутыми. Они сидят в телефонах и не общаются, почти не общаются с другими людьми, а общаются только в соцсетях. У них сужается круг общения, они уже перестают хорошо общаться, и можно сказать, мы теряем своих лидеров, своих потенциальных людей, которые могут что-то принести людям хорошее. И я выбрал это лидерство, потому что хочу, чтобы лидеров в нашем государстве стало больше для нашего развития нашей страны, потому что они нам нужны, для нашего развития они нам очень нужны. Я хотел донести это всем людям. И да, я хочу сказать, пока есть возможность, в будущем я хочу стать президентом Кыргызской республики. Я хочу изменить все это. Я хочу, чтобы люди жили счастливо. И поэтому это мой первый шаг к тому, чтобы стать президентом, чтобы стать лидером государства. Я учусь. И в будущем, возможно, я снова сдам интервью вам, возможно, как политик, возможно, как президент.
Надеюсь на это. Быстрее, какие предположения, кто шпион, кто является еще одним шпионом. 3, но один спалился. Я забыл то, что я... А как-то предположение аргументировать надо? Секции разные, и мы приехали на направление социальные проекты волонтерства. Алтайский государственный медицинский университет привез 2 проекта. Это волонтеры-медики с проектом «С любовью тела». И как раз-таки я привезла проект «Медиа-волонтеры», как рассказать о молодежном информационном агентстве, как помогают ребята в освещении мероприятий. Волонтеры – это люди, которые по собственной воле решили помочь тем, кто в этом нуждается. В Алтайском крае волонтеры-медики, как раз-таки есть штаб волонтеров-медиков, который открылся в период пандемии, который функционирует до сих пор с различными проектами. И ребята помогают до сих пор. В период пандемии была очень тяжелая ситуация, наверное, везде она такая была, что были загружены все службы, пожалуй, были загружены, и помощь маломобильным людям. Очень много направлений, и Алтайский край, конечно, активно принимал в этом участие. Негизи бизде бул жака катышуучу катары келдик. Азия университеттеринин ассоциациясы уюмунун уюштуруусунда өтүп атат. Бул жерде ар кандай секциялар менен өтүп атат. Билим берүүдөн баштап экология тармагына чейин ар кандай баягы тармактарды өтүп атат да. Негизи биз баягы көп мамлекеттерден көрүп жүрөбүз. Мындай иш-чаралар негизи жакшы да. Жаштар арасында ишке ашып аткан стартап идеяларды, социалдык долбоорлорду, мындай долбоорлорду бул жактан баягы көрсөтүп эме кылып бергени катышуучуларга дагы жана башка студенттерге да пайдалуу болот да. Менин оюмда мындай иш-чаралар негизи катар өтүп туруш керек да. Бул бир. Экинчиден мисалы өлкө ичиндеги студенттер менен болгон иш-чаралар ал дагы жакшы. Бирок мондой эл аралык деңгээлдеги ар кандай мамлекеттерден келип, ар кандай мамлекеттин жаштары бир жерге чогулуп, ошол жерде социалдык, илимий, экологиялык ар кандай баягы долбоорлорду талкуулап, ошонун үстүнөн иштегени бул менин оюмча жакшы деп ойлойм да. Ресурсы и исторические данные. Итогом, в общем, по меркам голосуют и выбирают самый лучший доклад, самый лучший. История для меня очень удивительная и необычна. Так как вы уже сказали, я из Алтайского края и чаще привыкла к русской культуре. Но мне очень нравятся ваши национальные костюмы. Они удивительные и интересные по строению. Культура. Мы находимся в музее сейчас, и очень был интересный доклад сотрудника, который очень понравился. Тема доклада моего – это использование наночастиц в нейтронно-захватной терапии рака. Этот проект разрабатывается в Институте ядерной физики, но наш университет очень тесно, собственно, с ним тоже сотрудничает. Также я хотел отметить прекрасную работу организаторов форума. Я был очень удивлен, насколько здесь все было хорошо и без сучка, без задоринки. Также я хочу отметить то, что этот форум международный, и международное общение уже насыщает, по идее, этот форум. И, как я люблю говорить, наука не должна иметь границ. И мы уже с остальными участниками налаживаем научные связи. Студенттер өздөрүнүн долбоорун, өздөрүнүн илимий иштерини көргөзүп, ошол эле учурда биз өзүбүздүн илимий иштерди көргөзүп, долбоорубузду көргөзүп атабыз. Бул көргөзүүлөрдө биз абдан кызыктуу илимий иштерди жана долбоорлорду көрүп, ошол кызыктуу долбоорлордун авторлору менен Казакстан, Россия өлкөлөрүнүн студенттери менен таанышып, сүйлөшүп, алардын долбооруну, биздин долбоорду ар кандай маалыматтарды алышып, бири-бирибиз менен достошуп атабыз.
Ощущение, знаете, вот теплоты. Действительно, Киргизия и народ киргизский для нас действительно братский народ. И вот эта природа чудесная. Я сама первый раз на Иссык-Куле. И действительно, теперь я хочу постоянно сюда приезжать, как будет время. Очень вдохновляет, нам придает много сил. Вот это все, красота вся, которая нас окружает. Вчера мы были на теплоходе, увидели всю красоту своими глазами, ощутили, фотографировались. Люди, которые были с нами, которыми мы делились в Казахстане, тоже были в восторге от всего, что здесь мы увидели. Действительно, природа Иссык-Куля стоит того, чтобы приехать, посмотреть. Я всем рекомендую, и по приезду тоже буду говорить, как это прекрасно. Спасибо всем организаторам за такое вот прекрасное мероприятие. Примерно сегодня такой таймлапс. Чего же устойчив? Иә. Должны устойчив. Стопқа шейін қармап шыққан. Если снимается? Снимайте. Да? Давайте еще раз. Kamçıdan havasımız geldi. Kamçı ayırmış. Ну да, мы же не завтра. Нет, у вас же этот не на беззвучном телефоне, да? Знаешь, что потом раз не представляешь? А мы бегут барбаря Все приглашены. Ой, деловой вопрос. Да никуда не Да ладно, когда 15 сентября 2021 года начал свою работу
5-й международный студенческий, азиатский студенческий форум Кыргызстан-Азия-2021. Организаторами форума являются Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласағына и Алтайский государственный университет. Форум проводится под эгидой Ассоциации азиатских университетов при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Агентства Россотрудничества и Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Кыргызской Республики. Задачами форума является развитие молодежных контактов в трансграничном пространстве России и Азии, расширение межнационального диалога и углубление интеграции в культурно-гуманитарной сфере, развитие мобильности между университетами азиатского региона. И хочу отметить, что на форум прибыли делегации из 25 университетов Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Казахстан. Желающих участвовать в этом форуме, конечно, было намного больше, но последствия пандемии сказались и на участии представителей многих университетов нашего большого региона Азии. Поддержку форуму выразили все члены Ассоциации азиатских университетов. Я думаю, что все участники этого форума осознают, что студенческая молодежь – это бесценный интеллектуальный потенциал любой страны и нации. Будущее государства во многом зависит от того, какие цели и задачи ставят перед собой представители молодежи. Это очень важный, растущий потенциал нашего общества. Руководители наших государств на пространстве России и Азии придают самое важное значение вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи. Одним из самых первых указов президента Кыргызской Республики Садыра Нургоджоевича Джапарова стал указ о совершенствовании нравственного и духовного воспитания молодежи. В указе говорится о приоритете традиционных ценностей в духовной жизни общества и особенно в вопросах воспитания нашей молодежи. Руководителю университета, организатора, принимающего университета и президенту Ассоциации азиатских университетов переходящие зачетные книжки, в которой по итогам форума нам будет поставлена оценка. Я уверен, высокая. Участвует около 25 университетов, которые охватывают все страны азиатского, участников стран Азиатского университета. Это Казахстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Ну, здесь приняли у нас более 190 участников стран азиатских университетов представлены. Работали по 6 секциям. Работа была плодотворная. С другой стороны, это консолидация наших идей, новых сотворений, наших студентов. И, кроме того, из Кыргызстана были задействованы в этом форуме
почти что все вузы, региональные вузы, Наурский государственный университет, Баткенский государственный, Таласский, Нарынский государственный университет, Исыкульский университет. Прибыли делегаты со всех стран, участников. И является как бы продолжением этой конференции то, что она берет свое начало под Алтайским государственным университетом и охватывая не только студенческий форум, но она продолжение берет этнографическая экспедиция. Дальше будет проводиться вторая международная, такая, скажем, секция или конференция, которая будет проходить в Барнауле городе, то есть Российской Федерации. Надеюсь, что работа даст нашим студентам очень много плодотворных работ.